Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире программа «Деловая Ингушетия». Обновленный национальный проект «Туризм и гостеприимство» представит до конца августа. Документ будет доработан с учетом поручений премьер-министра Михаила Мишустина. Предложенные инициативы положительно скажутся на развитии туриндустрии, считают эксперты. Важной составляющей экономики региона туристическая отрасль может стать в Ингушетии. Об этом в своем послании Народному собранию говорил глава республики. В 2023 году внутренний туризм, поток в республике вырос на 10%. В предыдущем году номерной фонд гостиниц увеличился на 17%. Количество мест размещения зарегистрированных коллективных средств увеличилось 1,2 раза. Туризм является серьезной составляющей экономик многих регионов России. Каково состояние и перспективы рынка туристических услуг обсудим с участниками программы. Далаковой Зарой, генеральным директором туроператорской компании «Белла Тур», и Китиевой Хавой, генеральным директором туроператора «Визит Ингушетия». Приветствую в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Зара, расскажите о туристических услугах, предлагаемыми вашим турагентством. Ну, смотрите, у нас две компании. Одна компания турагентство, другая туроператорская компания. Турагентство у нас занимается выездным туризмом. И сегодня наши жители отдают предпочтение, как и раньше, Турции. Это Анталийское побережье, побережье Эгейского моря, экскурсионные туры в Стамбул, также Эмираты, Египет. Сейчас интерес и к Индонезии, в Малайзию у нас ездили, и Иордания. Вот. Ну и традиционно весной, осенью Мальдивы. И, в общем, это мусульманские страны, и, наверное, такой выбор обусловлен тем, что для наших земляков очень важна халяльная еда, вот, и поэтому прежде всего эти страны. Но, конечно, кругозор надо расширять, мы должны понимать, что мы единое целое со всем миром, и надо познавать мир, и поэтому сейчас много запросов на Таиланд. Раньше тоже были, но сейчас вырос такой спрос. Вот. И, конечно, сейчас наши земляки очень интересуются и регионами. Теперь по поводу туроператорской нашей компании. Она занимается внутренним туризмом. То есть мы являемся туроператорами, которые создают маршруты, туры, привлекают туристов из регионов. И таким образом у нас поток, вот уже 3 года мы занимаемся, растет. Вот в этом году по статистике где-то около 15% вырос поток в этом году. Также надо сказать, что география участников наших туров расширяется. Это очень приятно. С нами на связи Тамерлан Хамхоев, начальник отдела туризма Комитета по туризму Республики Ингушетия. Тамерлан, приветствую вас в нашей студии. На сегодняшний день идет активный поиск новых туристических маршрутов. Можете рассказать поподробнее, как происходит этот поиск и каким местам отдается предпочтение? Ну, в данный момент из паспортизированных, из проложенных, из тех, кто согласованы с МЧС нашей республики, у нас более 3 десятков маршрутов. И предпочтительно, разумеется, у туристов преимуществом пользуется именно джейрахская часть нашей республики. А у нас задача состоит сегодня в том, чтобы Сунжинский район также популяризировать и показать, что есть помимо джейрахского района большая часть нашей республики, где также в количестве огромном имеются и башни, и водопады, и горные, и живописные ущелья. Вот этой работой мы и занимаемся. Вот в данный момент как раз направляемся на популяризацию маршрута и паспортизацию под названием Земгалы, сторожевая башня Асиновского ущелья. А какой маршрут на сегодняшний день пользуется наибольшей популярностью? Сегодня у нас, по кольцу. Чаще всего Ингушетию по кольцу огибают, либо со стороны Асиновского ущелья, когда заезжают через предгорье
Галашки, Алпун-Мужики и так далее, либо через Владикавказ, когда едут по военно-грузинской дороге. Там в любом случае плюс-минус десятки башенных комплексов можете увидеть, посетите перевал, и 99% туристов в любом случае, вот основные эти локации, башенный комплекс Агикал, перевал Цейлуам, комплекс Эрзи, Асинское ущелье, водопад Ляжгинский или Эко-Чажинский, тут уже не принципиально, оба они красивые. Вот это и есть основной маршрут. Тамерлан, спасибо. На прямой связи с нами был начальник отдела туризма Комитета по туризму Республики Ингушетия. Спонсор показа программы – компания «Спектр». «Спектр» – все услуги для бизнеса. Какие объекты у нас в Ингушетии, туристические маршруты, они пользуются наибольшей популярностью? Есть ли такие? Ну вот, как Тамерлан Хамхоев сказал, прежде всего наши участники, туристы, приезжают в горную Ингушетию и впечатляются именно башенными комплексами. А у нас их больше 2000, и только 150 вот таких комплексов самих замковых и больше 2000 башен. Представляете, какой масштаб? И за один день, чаще говорят, что Ингушетия, ну, это маршрут одного дня, если в горы иметь в виду. Мы все-таки пытаемся создавать туры, и у нас таких 5 туров, которые мы создали только на территории Ингушетии. Это релакс-тур, сам о себе говорит, да, лечебный тур, это экскурсионный, и люди лечатся в Арамхе. А дальше у нас джип-туры, йога-тур, который на территории Ингушетии тоже в Локе проводится. А так, потому как республика наша небольшая, а все республики находятся рядом, мы, конечно, предлагаем туристам посмотреть соседние регионы Северного Кавказа, поэтому туров у нас вот, до недавнего времени было 28, сейчас у нас 35 авторских туров. Вот. Так что мы сейчас развиваем и Грузию, Грузия, Армения, Азербайджан. Вот. И самое, что приятно, то, что именно наши земляки вот, становятся участниками туров и там знакомятся с приезжими из России. И это, конечно, создает такую особую атмосферу дружбы, взаимопонимания. Это мы как бы делимся культурами, часто говорят, что «а у нас не так, неужели это у вас так?» Вот, понимаете, это, наверное, очень важно. И, может быть, самое главное, что сегодня происходит во внутреннем туризме, это то, что мы знакомимся и с людьми, и с регионами. И вот такой сегодня, как никогда, шанс узнать свою страну, узнать культуры разных регионов и народов. Сара, хотелось бы уточнить, влияет ли как-то нынешняя политическая ситуация на внешний туризм? Ну, безусловно. Мы начали заниматься внутренним туризмом после пандемии, и когда закрылись границы, то поток куда ринулся. И со стороны государства было еще такое сделано предложение, как кэшбэк. Вот. И там можно было, ну, не знаю, за 15 тысяч, например, к нам приезжали там 15-20 тысяч, они могли посмотреть 3 республики. Это просто огромный поток людей привлекло. А дальше уже пошла обратная связь. Уже мы принимали людей, которые рекомендовали те, кто приехал раньше по кэшбэку. И вот таким образом все больше и больше людей привлекает наша республика и регионы. Приятно, что вот с каждым годом все больше и больше к нам приезжает туристов. И, конечно, с этим связана и другая проблема. Кроме башен, которые построили наши предки, да, что мы можем еще показать, кроме природных таких богатств наших, те же водопады, ущелья, ну, природа и башни. Да? Вот самое то, что наиболее впечатляет наших туристов. Но, конечно, надо нам учиться и у соседних республик в том, что они умеют создать такие вечера культурных, традиционных,
традиций, культуры республики, то, что происходит и справа, и слева от нас в других республиках. Вот. Сейчас, знаете, пошел такой интересный запрос. Например, многие хотят уединения не в отеле, а вот в домике, типа кемпингов. Вот, люди хотят уединения, вот, и хотят, чтобы вот у них был, допустим, обед и ужин прямо там, с накрытой белой скатертью, чтобы у них был официант, чтобы им подавалась и национальная, и европейская кухня. Но, к сожалению, у нас такого пока нет, и в этом плане есть куда стремиться, но такое есть и в соседних республиках, понимаете? Поэтому, мне кажется, раз есть запрос, то надо обязательно предлагать такие варианты отдыха. Хава, а как для вас проходит туристический сезон? Ну, аналогично, как у наших коллег, у нас тоже два направления. Это выездной туризм и внутренний туризм. Естественно, если говорить о выездном туризме, самым большим спросом, конечно, пользуется всеми любимая Турция. Там много причин, сейчас все не буду перечислять, почему наши жители выбирают именно Турцию и другие страны, докуда очень легко долететь. Лето, в принципе, было бы неполным, на мой взгляд, если бы не было высокого спроса на Турцию. Но наравне с Турцией пользуются спросом там Египет, Эмираты, ну и другие экзотические направления, как Мальдивы, Таиланд, Шри-Ланка. Полностью все не буду перечислять, уже Зара все перечислила. Что касается внутреннего туризма, внутренний туризм, если сравнить вот аналогичный период прошлого года, то да, мы наблюдаем увеличение спроса и увеличение туристского потока, потому что мы сталкиваемся с кое-какими проблемами. В республике недостаточно средств размещения, там не хватает иногда даже гидов. Но скажу, что с большим спросом пользуется у нас тур выходного дня. Это тур в стране башен и легенд. Как сказал Тамерлан во время видеосвязи, то, что вот этот кольцевой маршрут, в принципе, у нас республика маленькая, мы показываем все одно и то же. Но стараемся наполнить наш маршрут так, чтобы именно той или иной группе, которая приезжает к нам, было бы интересно. Все-таки они бывают разных интересов, разных возрастных категорий, с разными запросами, и стараемся прям все учитывать, чтобы они уехали довольные и всем все понравилось. Хава, осуществляется ли поддержка со стороны государства в стимулировании туристической отрасли региона? Однозначно, да. Это стало заметно вот последние несколько лет, когда появилась государственная поддержка в плане поддержки туроператоров. Вообще, по сути, у нас раньше-то и не было туроператоров в республике, которые зарегистрированы в федеральном реестре. Но в последние несколько лет, благо, они у нас появились, начали создавать и продвигать турпродукты, и, соответственно, на государственном уровне нам не хватало очень сильно поддержки в плане финансов, в плане там, информационного освещения и так далее. Но такая поддержка появилась. Я хочу поблагодарить коллектив Комитета по туризму и наше правительство, потому что они такую поддержку на данный момент оказывают. Благодаря их поддержке уже непосредственно наш туроператор «Визит Ингушетия» участвовал в прошлом году в грантовом конкурсе и выиграл грант на приобретение туристского оборудования. Что он в себя включает? Это палатки, это спальники, горные велосипеды, трекинговые палки и так далее. То есть это тот комплект, который необходим туристам, которые хотят быть ближе к природе, которые любят пешие маршруты. Там, да, стандартный тур, посидеться в отеле, ездить на экскурсии, мы к этому, каждый турист привык. Появились запросы туристов, которые хотят увидеть больше, быть ближе к природе. Там, про кемпинги тоже Зара говорила, а есть еще категория, которые хотят в походы, ночевать в палатках и ощутить на себе вот всю прелесть наших гор. И для таких туристов у нас было очень мало, так сказать, инфраструктуры в плане, что аренда палаток и так далее мы в республике не могли найти. Мы подняли этот вопрос, Комитет туризма нас поддержал, приобрели данное оборудование, и уже в полной мере наши туристы могут пользоваться этим снаряжением, никуда не выходя за границы республики, а прямо у нас. То есть и с собой им таскать не надо из других регионов.
могут сразу у нас приобрести, потому что у нас есть группы, которые минимум раз в сезон они ездят. Такие, так сказать, не альпинисты, а больше вот любители пеших походов. И, соответственно, им всю свою палатку, весь свой дом, так сказать, на протяжении отдыха, который должен быть с ними, таскать не очень тяжело. Это дополнительные расходы на багаж их, на транспортные услуги и так далее. А арендовать непосредственно в республике очень удобно, и, мне кажется, такие моменты привлекут больше таких категорий туристов. А что касается популярных экстремальных туристических направлений, что вы можете сказать? Насчет экстремального туризма скажу так, что да, есть турист, который хочет у нас что-то такое попробовать, получить адреналин, особенно это молодежь. И когда выбирает, допустим, наш регион и другие регионы, все-таки он турист даже из той же центральной части России, он смотрит, какая же инфраструктура есть. Находит мало информации, чем же можно заняться в Ингушетии. Но мы всегда можем сориентировать, подсказать, что да, у нас нет привычного молодежного отдыха, но у нас есть активный отдых для молодежи, здоровый отдых. Это как катание на лошадях, конные прогулки. Это катание на квадроциклах, горные велосипеды. У нас буквально сейчас на днях, если не ошибаюсь, в горах проходит фестиваль Бейджам, да, международный фестиваль, который ежегодно проходит, и участники только рады приехать к нам в Ингушетию и, как ни странно это будет звучать, спрыгнуть с наших гор и насладиться этой красотой с высоты. Поэтому не скажу, что у нас прям развит сильный экстремальный туризм. Все-таки есть над чем работать, есть что развивать, а так, да, спрос есть. Соответственно, спрос рождает предложение, мне кажется, это исправимо. У нас был запрос как-то от московского турагентства о том, что могли бы вы сделать такой тур, чтобы показать ваши традиции, чтобы мы могли их просто наглядно посмотреть, потому что они привозят семьи с детьми, и вот у семьи очень такой интерес именно к вашей культуре. Вот. Я обратилась, я продумала, думаю, как мы это можем показать. Обратилась к Фатиме Ахильговой, она заслуженная народная артистка Ингушетии и режиссер театра имени Базоркина. И она написала сценарий, привлекла артистов, и мы прям в башне Согласия на первом этаже, там, где есть и комната гостя, и кухня, утварь ингушская и так далее, они вот разыграли такой сюжет и сватовства, сюжет и праздника, вот. Сюжет, где мать качает своего ребенка, в общем, все было очень интересно, сжато, но где-то на минут 40. Это было очень впечатляюще, звучала музыка вот в этой башне Согласия, национальная музыка, очень красиво, в национальных костюмах все это было так наглядно, так, знаете, интеллигентно, я бы сказала, с любовью к традициям, с уважением сделано Фатимой. Вот. И сейчас к нам пришел такой запрос, удивительно, прям пересеклось от крупного туроператора, можно ли создать вот именно такие туры для семей. Вот. И вот мы сейчас обсуждаем с тем, чтобы эти туры уже закрепились у нас в республике. Для этого, конечно, нужно обсудить с башней Согласия, может, какие-то там час 45 минут они нам выделят, чтобы... Это может быть не только для наших туристов, но для тех, кто и находится в башне, посмотреть на это действо, мне кажется, это здорово, не имея вот эти вечера культуры Ингушетии, да, хотя бы вот как-то восполнить, вот, может быть, таким образом впечатлять людей. Конечно, нам нужно больше и больше развивать такие моменты рекреационные. Вот. У нас бывает мастер-класс, например, мы возим к ансамблям, чтобы они показали, значит, как ингушские танцы, какой шаг, какая выправка, что заложено, символика этого танца. Дальше большой интерес к приготовлению чапельк, например.
Но надо сказать, что мастер-класс очень подорожал. Если он был 150 рублей, сейчас он за один чапик за 500 рублей. И когда мы людям предлагаем, ну, мне кажется, это надо тоже обсуждать, потому что это бизнес, и надо это ставить на поток. Тот, кто будет предлагать, он будет зарабатывать, и это будет больше впечатления у туристов. И мы возим в Истинг, там, где ковроткачество, занимаются девочки ковроткачеством, показываем, как вот наши предки занимались ковроткачеством, рассказываем о символике, что каждый узор что-то означал. То есть вот как-то таким образом наполняем тоже наши туры не просто природой и архитектурными средневековыми башенными комплексами, вот этим впечатлением, но еще вот таким образом. Вот. И, конечно, нужно развивать, но нужно, чтобы больше и больше подтягивалось людей вот именно в эту инфраструктуру, чтобы мы обращались, и «Визит Ингушетия», и наша компания, сделать один день, например, да, суббота. У нас, например, заезды по пятницам. Было культурный вечер. Да, вечер ингушской культуры, да. И привлекать, может быть, Министерство культуры бы помогло бы нам, выделило бы хотя бы 4 пары или 3 пары танцоров, вот, а всю остальную часть мы могли бы сделать. Вот. И я хочу тоже поблагодарить некоторые кафе, которые нам помогают принимать наших гостей. Они не просто вкусно накрывают стол, но они это делают в национальных костюмах. И вот с самолета мы их привозим вот в кафе, и вдруг вау, их встречают, и сразу начинается фотосессия. Ну, что такое туризм? Начнем с этого. Это эмоции, да? И вот эти эмоции мы пытаемся дарить вот с момента пребывания наших гостей. Насчет именно спектакля Изара очень верно подметила то, что именно культурный момент, кухня, культура, люди — это главная составляющая туров, и именно из-за этих аспектов турист готов вернуться обратно в республику. Да, мало просто приехать, посмотреть, уехать для нас мало. То есть нам важно, чтобы турист вернулся. И создаем продукт именно так, чтобы ему хотелось вернуться. Насчет мини-спектакля хотела тоже сказать. Вы делали в Башне Согласия. Мы этим летом проводили для нашей постоянной группы ежегодного форума, для участников ежегодного форума в горах мини-спектакль, мини-отрывок из романа «Из тьмы веков». И, честно сказать, наши туристы просто были в восторге от этого. Для них это был сюрпризом. То есть группа идет, неожиданно подходит вместе с гидами к башенному комплексу, и тут начинается мини-сцена из данного спектакля. И, кстати, эти участники, так как они не в первый раз были в Ингушетии, были знакомы в принципе, с этим романом, и это оставило неизгладимое впечатление. Спонсор показа программы – компания «Спектр». «Спектр» – все услуги для бизнеса. Есть ли какие-то новые веяния в туристической области, которые вы бы хотели внедрить или перенять у других регионов? У других регионов Кавказа? Да. Или в принципе? Ну, в принципе, Ингушетии есть чему учиться, есть куда стремиться, потому что туризм у нас развивается буквально вот последние 10 лет, именно внутренний туризм. Я сама работаю, и команда нашей компании работает ровно столько же. Поэтому мы видели туризм с самого начала и дошли до этого момента. И, конечно, за последние 10 лет есть изменения, есть в положительную сторону движения, но нам мало. Мы видим, как стремительно развиваются другие регионы. И, конечно же, хотелось перенять или же не обязательно копировать опыт других регионов, а адаптировать его именно под наш менталитет, под нашу культуру и под наши горы, не нарушая, если что-то строить, не нарушая рельеф, чтобы это можно было построить. Если что-то внедрять, учитывать наш менталитет, наш порядок. Не хватает в наших горах инфраструктуры. Вот я бы лично добавила именно такое облагороженные места. Они, к счастью, появляются у нас в последние годы. Но все-таки интересные места, арт-объекты, которые привлекали бы внимание туристов. И такие места позволяют нам дальше продвигаться. Люди делятся такими точками. Это, считайте, точки притяжения для любого региона.
И считаю, что да, введение таких точек притяжения послужило бы развитию туризма в нашем регионе. Ну, я должна добавить, что вообще сейчас тренд в туризме – это квест-туры. Вот. И квест-туры – это что? Это когда есть сюжетная линия, это командная работа, и когда они что-то ищут сами. То есть они вовлечены и узнают даже не со слов гида это, а узнают сами. До чего-то доходя, они могут читать, они могут спрашивать у жителей. Вот. Но это некая игра. И сейчас больше и больше молодежи именно запрашивают именно такие квест-туры. Вот. Я должна сказать, что у нас замечательные гиды, и за последние 3 года, которые я наблюдаю, очень вырос их уровень. Вот. И вот мы думаем с гидами посоветоваться и создать такие квест-туры именно в Ингушетии. А так я еще хотела добавить, что, конечно, мы развиваемся, но огромное спасибо, даже я не знаю, спасибо это не то слово, и Гуцериеву, и Михаилу Сафарбековичу, и Баланкоеву, может, еще мне подскажете, они все, Парчиеву. И предприниматели, которые Парчиеву, уже вливаются в этот бизнес. Да, даже спасибо огромное. Без их помощи, я думаю, мы сократили время на лет 5-7 за счет того, что они свои деньги сюда привезли и помогают нам делать то, что они уже сделали. Что бы вы могли посоветовать туристам, которые приезжают в Ингушетию самостоятельно, то есть не пользуются услугами туроператора? Может, как-то распланировать свой отдых? Ну, я бы, первое, что приходит в мысль, говорят, это все самое правильное, остальное надуманное. Первое, я бы хотела, чтобы туристы, приезжая к нам в Ингушетию, почитали о нашем народе, о наших традициях. Мы им постоянно пишем, что это мусульманская республика, что шорты, они недопустимы, курить нельзя. Все это отправляется и туроператорам. Это в чате с туристами оговаривается, что это так. Вот. В итоге приезжают люди на автомате, что ли. Вот как они привыкли, так они и приезжают. Ну, они в сторонке стоят, курят, например, женщина. Вот. И возникают такие неприятные моменты, когда молодежь подходит и в не совсем вежливой форме начинает делать замечания. Тогда они замыкаются. Это их первое впечатление. Им страшно, что может быть какая-то агрессия, понимаете? И это очень портит впечатление, да. И нам бывает неудобно. Можно по-другому это сказать, красиво сказать. Вот. Ну, прежде всего, я думаю, это. Хотелось бы сказать и пожелать нашим туристам, которые собираются приехать в Ингушетию самостоятельно, да, это непосредственно изучить правила поведения у нас в республике и хотя бы заранее планировать свой отдых в плане, что они приезжают у нас в республику, заходят к нам или звонят и говорят: а вот на завтра выезд у вас тут стоял, а мест не бывает впритык. Как говорится, всеми любимых горящих туров не бывает. У нас тоже их не бывает, потому что спрос летом все-таки высокий, и лучше планировать заранее. Но, конечно, мы предлагаем таким индивидуальную поездку. Кому-то подходит, кому-то нет, но хотелось бы пожелать нашим туристам, чтобы именно заранее чуть-чуть планировали и уточняли экскурсии, да и места в средствах размещения. Спонсор показа программы – компания «Спектр». «Спектр» – все услуги для бизнеса. Хава, хотелось бы уточнить насчет безопасности туристов, приезжающих в Ингушетию. Есть ли какие-то меры, предпринимаются ли на сегодняшний день? Конечно, меры у нас предпринимаются, и безопасность туристов для организатора туров — это основное, мне кажется. Прежде чем разработать программу, мы думаем о безопасности. В первую очередь, если говорить так на законодательном уровне, вообще туроператор — это компания, которая зарегистрирована в Федеральном реестре туроператоров, имеет непосредственно договор со страховой компанией.
И, соответственно, с каждым туристом у нас тоже заключается договор, то есть у него есть страховка, и в случае чего страховая компания, там, в случае какого-то, я не знаю, в горах всякое бывает, да, надо быть аккуратным. Страховая компания уже возмещает данные ущербы. Ну а если говорить о безопасности в плане транспорта, в плане там, походов каких-то по пешим маршрутам в горах, то, конечно, это все мы предусматриваем. У нас водители не выезжают на маршрут без проверки своего автотранспорта. Обязательное наше требование — это чистый и исправный трансферный и, соответственно, адекватный водитель. Благодарю наших водителей, которые очень трепетно относятся к своей работе, и также наших гидов, особенно проводников по пешим маршрутам. Они охраняют каждого туриста как своего родного человека. Зара, хотелось бы уточнить о туризме для людей с ограниченными возможностями. Есть ли у нас такие? На мой взгляд, нет. У нас большой автопарк, у нас 7 машин. И у меня была задача такую одну машину приобрести. Но случилось то, что случилось, и сегодня нет возможности приобрести такую машину. Первое. Второе, все-таки горы. Вот, экскурсия. У нас есть такой сегмент очень пожилых людей, 80+. Представляете, вот когда мы видим год рождения, прям нам страшно. Вот. И они, конечно, не поднимаются в горы. Вот такие люди есть, которые, допустим, давление может подняться. У нас всегда аптечка, естественно. Вот. И мы заботимся о них, просто еще включая то, что мы ментально и в культуре своей относимся с уважением к старшим, это их очень подкупает. Они просто уезжают, говорят: боже, столько любви мы здесь получили, как нигде. И я думаю, что надо к этому идти, потому что они тоже имеют право и должны узнавать мир, и должен быть доступ. Еще такой момент, например, с животными. Очень много запросов с животными, и тоже мы не подтверждаем, потому что ЛОК не подтверждает размещение, да и жители не хотят. А вот такой сегмент тоже мы упускаем. Не знаю, хорошо это или плохо, но мне кажется, надо вливаться в общем как-то в мировую цивилизованную такую туристическую сферу, где для каждого сегмента туристов есть свои предложения. Может, мы когда-нибудь придем к этому. Как у нас развивается детский туризм, и есть ли какие-то запросы? Есть и запросы по детскому туризму. Вы знаете, это очень сложная тема. Там, где дети, вот единственное, я подписалась на семейный туризм, там, где дети приезжают с родителями. Но отвечать за детей, а мы знаем, что в России дети немножко другого воспитания, чем наши. Вот. И они не всегда слушают своих руководителей. Вот. И, может быть, на следующий год, может, уже в этом году есть место, да, для лагерь РЗИ, да, который сейчас восстановлен, реставрирован. Но мы пока не занимаемся, и мы считаем это огромной ответственностью. Я думаю, что это должно быть, но мы пока не беремся за это. Только семейный туризм. Спасибо вам, что пришли, ответили на наши вопросы. Напоминаю нашим телезрителям, в гостях у нас была Далакова Зара, генеральный директор туроператорской компании «Белла Тур», и Китиева Хава, генеральный директор туроператорской компании «Визит Ингушетия». Это была программа «Деловая Ингушетия», и с вами я, Милана Саутиева. Оставайтесь на канале Магаз.